Здравствуйте. Сегодня продолжим давайте обсуждение темы медицинского обслуживания горожан. Напомню, что накануне я представил отчет о заседании расширенного медицинского совета муниципальных учреждений здравоохранения Якутска, как раз о ситуации с обслуживанием населения. Вчера был официальный отчет, сегодня частное мнение одной из потерпевших, я бы даже так выразился. Но вначале буквально несколько слов о наиболее значимых событиях дня. Накануне депутаты Илтумена завершили формирование правительства, нового состава правительства нашей республики. В конце концов разрешилась и интрига вокруг теперь уже бывшего министра Галины Макаровой. Она получила назначение на пост постоянного представителя нашей республики в Санкт-Петербурге. А депутаты окружного совета Якутска в среду разбирались с проблемами или даже, можно сказать, предкризисным состоянием в управляющих компаниях. Дело в том, что те задолжали поставщикам тепла и воды почти 200 миллионов рублей. Для горожан простых это долг грозит в конечном счете, по примеру, скажем, других городов, тем, что поставщики эти самые начнут ограничивать подачу и воды, и тепла. Депутаты после рассмотрения рекомендовали администрации отсеять компании-однодневки. Продавец торгового дома «Золото Якутии» похитила крупную сумму наличных денег. Как показало предварительное следствие правоохранительных органов, в течение мая-сентября прошлого года она продавала ювелирные украшения по полной цене, в то время как они выставлялись на продажу со скидкой. А разницу продавец клала себе в карман. Правда, клала в карман — это фигуральное выражение, поскольку сумма, которую она похитила, ни в какой карман не войдет. Это 1 миллион 618 тысяч рублей. А теперь давайте продолжим разговор о качестве медицинского обслуживания горожан. Накануне я уже представлял вам отчет с расширенного заседания медицинского совета муниципальных учреждений здравоохранения Якутска. Там как раз и рассматривались итоги их деятельности, в том числе и в смысле качества обслуживания пациентов. А сегодня отчет такой, скажем, частный, что ли. Родился он не случайно. Тот официальный отчет был анонсирован еще в среду, и практически сразу после передачи я получил по телефону приглашение на встречу с одной из, я бы сказал так, потерпевших от нашего столичного здравоохранения. Небольшая предыстория ее, так сказать, приключений. Больная эта женщина. У нее болели очень сильно ноги, и от хороших знакомых она узнала, что неплохо бы сходить к иглотерапевту, что она и сделала. Так вот, тот врач, в общем-то сердобольный оказался человек, вышел, видимо, за рамки своих непосредственных прямых обязанностей и кое-что посоветовал этой больной. Она говорит: мы лечим следствие, надо выяснить причину. Я ей говорю: дело в том, что ведь у меня сахарный диабет. И она решила договориться в эндокринологии, чтобы, меня обследовали, взяли какие анализы, как полагается, и дали назначение, дали толчок какой-то к лечению. Пошла я в эндокринологию. Врач встретила. Здравствуйте, здравствуйте. Когда последний раз были, в больнице? У меня сразу ассоциация, когда лежала в больнице, я говорю, 30 лет назад. У нее квадратные глаза, она: зачем вы сюда, приперлись тогда? Я говорю: нет, дело в том, что 10 лет я не обращаюсь, а когда выявили сахарный диабет, я ходила, как полагается, 2 раза в месяц, раз в месяц, сдаешь анализы, назначают какое-либо лечение. Ты знаешь, меня даже не стали слушать о том, что какое лечение. Она сразу говорит: что вы хотите? За 20 лет ваша поджелудочная выработала свой ресурс. Да она чуть ли не стала пластмассовая. В общем, дали понять, как в том анекдоте. Может, реанимация? Нет, доктор сказал, морг. И ты знаешь, даже невозможно было воспротивиться, ведь не стоит же медицина на месте, есть же какие-то новые лекарства, которые не стали слушать. Тогда я говорю, может, меня положить, госпитализировать в эту больницу, тогда взять все анализы полностью, и выявится картина моей поджелудочной-то. Выхожу, встречает меня, иглотерапевт и спрашивает: как дела, вас берут в больницу? Я говорю: нет. Сказали, морг, все, окончательно. В общем, как словом лечат, так словом и калечат. От этого, мне еще хуже. О каком лечении может идти речь, когда, стукнули, натуральным образом стукнули и сказали все. И, знаешь, в Магане прогулы ставят, в общем, давай, собирайся, подруга, туда. В смысле, как? На кладбище ставят прогулы, задержалась, видимо, на этом свете. И ты знаешь, о том, что так все плохо, да, они мне когда сказали, я, в общем-то, думаю, ладно, 10 лет я не была на учете, но ведь я же живу, я и сейчас продолжаю жить. И ведь можно какие-то, в общем, всякими правдами, неправдами. Подожди, может быть, это была, я не знаю,
чтобы вас взбодрить, наоборот, что это какая-то На- шоковая терапия, напугать Это не вас, чтобы шоковая вы обратили терапия. внимание. Ну, 10 лет, если вы не обращали Но внимания. 10 лет не обращала внимания. Дело в том, что перед тем, как к этому врачу обратиться, я, знаешь, прошла все анализы. Я приобрела глюкометр, я стала мерить этот сахар. Вот там есть шкала допустимых норм, как, Ну да. как везде, да. Там, допустим, от 5,5 до 9,9. Когда я туда обратилась, было 7,7. Пришла домой, у меня сахар подскочил до 16. Я голодовала, я, знаешь, я думала, там будут брать снова анализы, я голодала. Я, значит, утром вот смерила, да, и там буквально съела кусочек черного хлеба и пошла. Пришла 16. Мне вообще стало плохо, ты знаешь, и вот действительно такое впечатление, что вот ложись, умирай, все, жизнь на этом закончилась. Лечить никто не хочет. И дело в том, что после этого я ведь обратилась в поликлинику по адресу, по месту жительства, по прописке, с полисом, с анализами. Туда тоже невозможно попасть. Бабушки, которые стоят в очереди с 6 утра, с 8 начинается выдача талончиков. Их нету. Я 3 дня туда ходила. Ноги болят. В общем, ложись, умирай, все. Жизнь окончена. Благо, знаешь, есть еще и хорошие врачи. Просто прекрасные. Это в Жатайской больнице. Это что, по знакомству, что ли, получилось? Как сказать, по знакомству мы решили, значит, обратиться по другому месту регистрации. Полгода мы живем в Захаровке. Из-за этого. Из-за этого мы просто посмели как туда обратиться. Вот сразу скажу. Ирина Игоревна Калининская, врач. Это заместитель врача больницы, в которую я попала. ДИК Галина Александровна. Слушай, это врачи от Бога. Ты понимаешь, когда потом спрашивали знакомые, ты как в Жатай-то попала? Ну да. А моя заловка ответила так: правильно, в городе ей сказали морг, а в Жатае сказали: да что вы, милочка, вы еще поживете. Ты знаешь, плохие вены из-за сахара. Здесь, значит, мне, ну, в общем, все, из-за сахара только умирать. Там уколы проставили. Потом там попала, значит, я по знакомству еще Гагарин Владимир Иннокентьевич. Это здесь эндокринолог, вот, который именно занимается этой проблемой, он на кафедре эндокринологии. Корректный, благородный, вот по виду мужчина, приятный. Ты знаешь, нет ни крика, ни гонора, ни спеси. Ах, вот ты приперлась. Знаешь, ну, мог бы там сказать, отмахнуться, кто я такая и кто он, да? Когда там, знаешь, зав. Отделением, а он вообще на кафедре. Мог бы и отправить. Нет, выслушал внимательно, ты знаешь. Я стала объяснять, что ведь 10-то лет я принимала таблеточки, но просто ведь медицина не стоит на месте. И вот, может, эти таблетки мне теперь не помогают. Можно подобрать ведь. Я хотела это объяснить вот тому врачу, который чуть ли не визжал, и, знаешь, меня это... Даже возмутило то, что вот не предложили сесть. Даже так. Даже так. Я говорю, возмущается: ой, врач приходил, меня даже не послушал. Меня даже вот не то, что не осмотрели, не сесть не предложили. Этот врач дал показания, знаешь, эти же показания привезли в Жатайскую клинику. Все сделали по показаниям, прокапали все. Вот ты знаешь, заново жизнь. Даже трудно сказать, вот как японский конвейер, вот все четко, гладко. Ты знаешь, там шума лишнего нету. Лишний раз, знаешь, вот ты когда-нибудь был в республиканской, в городской больнице, просто чисто в кабинете, не в кабинете, да, а сидеть вот в этом коридоре и обратить внимание на врачей, медсестер, санитарок. Вот такие каблуки. И вот такой слоновый топот, топ, раздражает. Раздражает, когда ты просто пришел, а представляешь, человек больной, мало ли, лежит под капельницей, и вот это тук. И они не ходят, они летают по этим коридорам. Ты знаешь, тут идеальная чистота, идеальная тишина. И там нет вот такого, что ай, пенсионер, ай, пожилой, 73, куда ее лечить? И типа для чего ее лечить, если я там в 50-летнем возрасте, у меня ресурс выработанный, да? То в 70, ну зачем вообще ее принимать? Так бы казалось. Вот здесь вот в городской, в республиканской отношении, да, это такое отношение. Ну зачем вы привезли старуху? Зачем вы привезли безногую, там, неходячую? Ну, раз ей положено, срок пришел, пусть она у вас дома и умирает. Ты знаешь, там нету такого. Вот, да, я выписывалась и видела бабке 80 лет. И все равно ее лечат, ее подбадривают. Бабка выходит, знаешь, счастливая, довольная. Вызовите, дочечки, такси, я домой поехала. Здоровенькая, все. Может быть, ничего там ей путем-то и не подняли. Действительно, организм выработал свое. Ну, существует, да? Но то, что вот ее добрым словом поддержали, вниманием, сказали: милочка, да вот через полгода вы еще к нам обратитесь, мы вас обязательно положим. Вот сам факт то, что о тебе заботятся, что тебе даже вот на потом говорят, что да, и потом приди, и потом мы тебя опять пролечим.
Вот это вот я понимаю врачи, да, и вот это вот дает толчок действительно, что какой там Маган, что, о чем вы говорите? Мне еще жить дожить. Жить долго и счастливо, ну, кто же из нас, из нормальных людей, об этом не мечтает? Но, как показывает жизнь, не всегда медики разделяют это наше с вами стремление. И часть из них видят в нас не столько больных, не столько людей, даже я бы так сказал, а просто статистические единицы. Ну, а статистическую единицу или кол, другими словами, можно поставить совершенно легко в любую графу документа отчетного. Это может быть графа «вылеченная» или, извините, «умершая». Увы, но это факт, я просто его констатирую в данном случае. Вы, наверное, обратили внимание на то, что вот наша потерпевшая не делает различий между, скажем, кафедрой мединститута, республиканским учреждением здравоохранения, либо вот муниципальной больницей в Житае. И все потому, что она убеждена в том, что национальный проект здоровья, он не делает различий между вот этими разобщенностью, скажем, вот этих учреждений здравоохранения. И в этом эта потерпевшая, эта больная, она права. На сегодня все. Встретимся в понедельник. Всего доброго.